Петимат Баркинхоева спешит на семинар для паломников. На такую важную встречу она приехала из Мужичи. Возможность посетить святые места Мекки и Медины женщине в этом году выпала впервые. К подготовке к совершению одного из 5 столпов ислама Петимат относится со всей серьезностью. Желание совершить хадж в этом году высказали порядка 1000 жителей республики. Для большинства из них такие семинары далеко не первые. На встречу также приглашены врачи, работники таможенной службы, Роспотребнадзора и, конечно, сотрудники комитета по хаджу и управления по делам религии. Здесь будущие хаджи могут получить ответы на все волнующие их вопросы. К примеру, Ахмед Аушев интересуется, можно ли брать с собой в дорогу продукты питания. Консервированные продукты же или герметически закрытая упаковка вещь самолета, чего продукты питания запретить для вывозить. Запрет перевозки продуктов питания направлен в первую очередь на предотвращение вспышки инфекционных заболеваний. Интересуются паломники и обязательной вакцинацией против дизентерии, гриппа, менингита и других заболеваний. Ее необходимо пройти каждому за 10 дней до вылета и получить соответствующий сертификат. Еще один важный нюанс – долги, числящиеся за паломником, будь то кредиты, налоги или неоплаченные счета за коммунальные услуги. Собравшимся объясняют, таких должников будут просто снимать с рейса. Слово «хадж» переводится с арабского как «паломничество», связанное с посещением Мекки, Масджид Аль-Харам и ее окрестности в определенное время. Основные обряды хаджа – таваф, обход вокруг священной Каабы, ходьба, а в некоторых местах и бег между горами Сафа и Марва, посещение долины Мина, и в завершении паломники приходят к горе Арафат, где следует провести весь день до самого захода солнца. Там же верующие делают дуа. Считается, что дуа на горе Арафат принимается Всевышним Творцом. İbrahim Peygamber tek çıkan şimdi daha fazla oluşmayla neceğiniz kadar oldu. Değerli İbrahim Peygamber Ömer diyor, azbol belgel bakış ayet Kur'an desa, وأذن في الناس بالحج عند الدولوز، نخا وسيدولوز، شرج سنجة حجول تبيخش، تيكر ولي إبراهيم، ده عمر ديات، بس أنا إشخانا إبراهيم زيادة عندوخ جينشكا يسيدو الوداو شيواز ناخذ المشي ناخا حبول دقيق كرد إبراهيم حتى بيخرد حواز دقاشي كرد شين كرد شين حتى يتسزير. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: «Паломники, совершающие хадж и умру, являются гостями Аллаха Всевышнего. Если они призовут к Нему, то Он ответит им. Если они станут каяться перед Ним, то милостивый простит их». Попросить милости Всевышнего, посетив заповедную мечеть, собирается и Ибрагим Тичоев. Он уже совершал хадж в прошлом году и знает все тонкости обязанностей паломника. Правда, в этом году Ибрагим едет не один, а со своей матерью. На семинар она прийти не смогла по состоянию здоровья, но это не помешает ей исполнить повеление Всевышнего, надеется Ибрагим. حلخر داخل ملدز دخ أن نقبل أن نجد أشلاشنا كأخر شق داخل صدري وعشت أن دوج لقط دام ولا جت الشامبو وجموتي بيهم زيرت تيج مثل В этом году вылетом и организацией хаджа в Ингушетии занялась фирма «Имантур». Квота для республики осталась на уровне прошлого года — 1400 человек.
بزنق ببيس بخ دال اتو بخ بار موجز ماش بولج دبخ يختص بخ شي دوغش تبار شي حجل ناقش قوتشدش دال قابل دا حجل دا يتسلسر Хадж. От одного этого слова появляется трепет в душе, отмечают паломники. Это удивительное и ответственное событие в жизни каждого мусульманина, которое дарит возможность осмыслить главное в жизни. Самым сложным при подготовке к хаджу является процесс оформления документов. Благо на сегодняшний день все паломники нашей республики уже оформлены и готовятся к хаджу только морально. Это последний семинар, где собраны все будущие хаджи Ингушетии. Напомню, что первая группа паломников отправится из аэропорта Магаз в самое главное путешествие в жизни 21 числа этого месяца. Юсуп Гелисханов, Майырбек Миржоев, Новости 24.